Друзья, всем привет, меня зовут Мадьяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг. Но я бы этот мукбанг назвал выездным. Почему, спросите вы, а я вам отвечу. Потому что я в Астане. Ой-ой. Я в Астане уже третий день. Прилетел я, значит, когда? В пятницу, позавчера, после обеда. Боже, храни дешевый билет от Флайерстан, понимаешь? Этот звук колы, хотя это не кола, это пепси. Так, значит, сегодня решил снять мукбанг, вообще не запланированный. Вот захотел я KFC и в эту минуту подумал, а почему бы мне не снять мукбанг, понимаешь? Понятно, что там камера, свет не очень, что это все криво, но думаю, у меня же зрители добрые, они не будут меня хейтить в комментах, поэтому глоток за вас. Так что решил заказать, снимаю видео. Вы меня там не ругайте в комментах, что у меня все там криво-мрыво. Захотелось мне снять. Так, у меня KFC. У меня, значит, здесь 4 стрипса, 4 крыла и 2 ноги, по-моему. Стрипс пробую. Сырный соус. Так что вы меня там не ругайте в комментах. Сейчас перекушу чуть-чуть. И вам расскажу, что это как. Значит, прилетел я позавчера, в пятницу, повторюсь, после обеда. Астана в красной зоне по ковиду. По ковиду, значит, так еще стрипс хочу. Обалденные стрипсы. Вот KFC есть KFC, да? А как ни крути, KFC есть KFC, значит. Вчера, значит, что мы... когда я прилетел вечерком, мы с Баукой встретились, потусились, пообщались там. То ёп, так, бляха-муха. Вот где я теперь буду футболку стирать, а? Бляха. Вот все, что не в рот, то на землю, понимаешь? И, значит, в пятницу мы встретились с Баукой, вчера встретился с Бахжан. Потусили там, пообщались. В такой комнате живу. Значит, встретились вчера с Бахжан. В кафе пошли, там потусили, анау-манау. Вчера, значит, я, как блогер с Алика, решил, значит, снять видео. Взял штатив, значит, взял камеру. Как камеру? Телефон свой взял. Штатив, в общем, вышел реально вот снимать видео. Увидел Бахжан, все. Какое-то состояние такое, знаете, беспамятства. Красота Бахжан мне скружила голову, понимаешь, поэтому ничего я не снимал. А хотя прям планировал, вот я сейчас буду снимать, понимаешь. Мне, по-моему, больше всех понравятся стрипсы. В Астане, в общем, сегодня автобусы не ходят, кафешки не работают, только на вынос. В общем, красная зона ковида получается.
Кола это просто блаженство. Заказал, в общем, я на доставку. Так, давайте попробуем крылья. Крылья, по-моему, это, да? Какие сочные, а? Господи, это блаженство. Зачем я, значит, в Астану прилетел? Ну, потусить, снять видео. Вообще-то у меня был план... Ой, ё-моё, они острые реально, слушайте. И кола, между прочим, плохо помогает, когда остро. Советую. Не советую. Ну что, в общем, я прилетел сюда снимать видео. По крайней мере, так думал. Так, стрипс, давайте возьмем еще один. Стрипсы топчик, вообще обожаю. KFC когда я последний раз ел? Года 4 там назад, по-моему. Или 3. В общем, ел только я в Астане. И самая главная причина, почему я прилетел в Астану, что 28 апреля у меня днюха. Исполняется мне 30 годиков всего-навсего. Я потом думал, в этот раз почему-то мне захотелось отметить ее в Астане. Думаю, давно в Астане не был, понимаешь. А что, стрипсы кончились? А, нет, да, кончились. О, ножку давай. Это не ножка, хотя бы, это вот ножка, это огроменная. Моя одна башка. Там люди, по-моему, смотрят на меня, что он делает, думают. А я окно открою, чтобы освещение нормальное было. Вот полковник Сандра собственной персоной. Теперь где мне главное найти Wi-Fi, потому что у меня просто интернет. И там, если я там 2 минутки видео загружу, он все уже получается. У меня весь трафик улетит. Теперь мне надо где-то Wi-Fi найти. Так, у меня здесь фри. 2 мини-упаковки. Фри, конечно, честно говоря, так. Средней паршивости, честно. Ну, курочку, конечно, KFC делает на совесть. Так вот, у меня в среду день рождения. Отмечать я буду его в Астане, потому что взял билет как на попозже. Думаю, видео это будет недолгим. Уже 10 минут практически. Я еще утром чай попил. В магаз сходил, там купила нам, но по мелочи. Что-то я наелся, да? Пить охота. Я что-то, по-моему, колы больше наелся, чем курицы. Так, ножка слишком жирная, по-моему. Это крыло обалденное.
В общем, есть мысли отметить 28-го в кругу друзей. Вот. Вы представляете, 30 лет. Вот когда мне было 14, мне казалось, что 30 лет это вообще, это бляха-муха так много. Оказывается, нет. 30 лет жизнь только начинается, да? Ну, она и в 45 начинается, и в 50, поэтому... Вообще... Ой, вот этот стакан выпью и все, а то я прям, это кажется, больше не курочка, а колой насытился. Вообще, вот знаете, у меня такие размышления, вот, Пепси. Думаю, вообще, вот кто придумал вот этот возраст, да, озвучивать его, значит, жевать насчет этого, то есть, ой, я там старая, да, вот я думаю, что это все-таки остатки советского прошлого, потому что мы были в составе Советского Союза, да, там, многие страны были в составе Советского Союза, и вот советская, типа, изжитки, что, типа, вот возраст, это все уже, ты там чуть ли не замуж не выйдешь в 30 лет, там, мужчин как-то это все попроще, да. В общем, тема возраста очень такая щепетильная в наших странах. Ну, по крайней мере, в Казахстане. Да и в России тоже, походу. Знаете, как хорошо все-таки приехать в другой город. Погулять, посидеть, встретиться с друзьями. Вообще, я тут подумал, какой у меня самый идеальный отдых. Мы вчера с Бажан сидели, обсуждали. Я говорю, для меня вот идеальный отдых, вот сидеть в кафе с человеком, с которым есть о чем поговорить. Не с пустым человеком, да, вот в плане общения, да, а вот с интересным человеком вот пообщаться, подискутировать, да, то есть, чтобы каждый высказал свою точку зрения. Это очень интересно, по идее. Напишите в комментах, какой ваш идеальный отдых. Вот именно ваш. Очень было бы интересно послушать. Короче, осталось одно крыло и одна ножка. Там. Наелся, капец. Вот когда мне некоторые люди пишут в комментах: Мадьяр, вы вот так много едите, но не поправились. Это вы так издеваетесь или вы искренне так пишете? Потому что вот так я смотрю на себя, я прям стал бренд-амбассадор свинофермы, вот реально. Я столько ем. Так что вот для меня всегда загадка. Вы когда такое пишете, вы реально как бы... Ну, это не так, неправильно. Вы реально восхищаетесь, да? Или вы реально рофлите меня? Я, конечно, наелся. Этот сет мне обошелся, знаете, комбо в 3500... Ой, вру, 3450. В общем, 4 стрипса, 4 крылья и 2 ноги. 2 вот такие вот мини-фри. Еще одна пачка была. Литр пепси, я уже вам показывал. И 2 соуса. Значит, кетчуп и сырный. Конечно, надо было в начале видео рассказывать, но я же блогер не обычный блогер, а рукожопный блогер. Поэтому говорю как есть. Все, ребят, наелся. Мысли впереди меня бегут, все сумбурно, все быстро, но вы меня прямо в комментах не ругайте, а лучше
лучше напишите хорошие слова. Вот такие вот дела. Ну все, ребят, еще увидимся. Пока-пока.